казахская культура, о которой идет в данном случае речь, это основа казахской ментальности, это основа казахского национального кода. И то, что мы говорим как всадническая культура, и то, что наконец-то в степях Казахстана зародилась именно эта всадническая культура, начиная где-то с 4-го тысячелетия до нашей эры, то есть 6000 лет тому назад. И, конечно, необходимо, чтобы наша молодежь, она это все узнавала, понимала и принимала. То есть, поэтому я думаю, что подобные обряды, праздники, обычаи, они необходимы прежде всего. Именно в такой форме можно донести до современного человека, что это, как это было, с чем это было связано, что это такое. Потому что, если говорить чисто о науке, это другая сторона. А обрядовая сторона, ритуальная сторона, сторона праздников, она непременно должна присутствовать при популяризации нашей национальной истории. Нужно ли сегодня, в век цифровых технологий и глобализации, приобщать подрастающее поколение, молодежь к культуре их предков, к культуре коневодов? Все вокруг всаднической культуры. Так, вы знаете, особенно ситуация, которая сложилась сейчас в последние месяцы, если раньше на самом деле проблемы глобализации были, так сказать, впереди, на переднем плане, и, как вы знаете, молодежь, она больше стремилась к тому, чтобы познавать окружающие и далекие миры, то, мне кажется, именно вот с тем, что у нас произошло, карантин, там, пандемия, она заставила людей вернуться к своим истокам, к пониманию того, что своя национальная культура, она должна сохраняться, потому что именно через сохранение своих истоков, своей культуры, своих традиций можно и в цифровой мир сегодняшний, и в глобальный мир сегодняшний заявить о себе, заявить о своей родине, о своей истории, заявить о том, что в истории Казахстана или в истории казахских степей были такие яркие страницы, о которых должны помнить все. Ну и потом, как говорят ученые, что это был самый рациональный способ жизнедеятельности, это был самый рациональный способ освоения вот этого огромного степного пространства. И в этом значение наших предков, как кочевников, казахов, как коневодов, потому что ни одна другая область хозяйственной деятельности, положим, там, связанная с земледелием, она не могла бы освоить это пространство. Эти просторы, о которых мы постоянно говорим, что у нас очень большая родина, что у нее прекрасная история, что она внесла свой вклад. И исследование, и изучение, сохранение этих традиций, я считаю, в наш цифровой век является крайне необходимым. Национальные парки, о которых идет речь, ну, в данном случае национальный парк в центре, можно сказать, нашей столицы, парк Бузок, крайне необходим, потому что именно здесь можно воочию увидеть, ознакомиться со всеми страницами нашей древней истории, нашей славными страницами нашей национальной истории. То есть и это сохранение, потому что многое теряется, утрачивается, исчезает, а воссоздать здесь и показать эти сооружения, эти памятники, эти обычаи, эти обряды, это будет очень интересный историко-культурный, государственный объект, место для туризма.